Светлана волнуется и накрывает стол к чаю с особым чувством. Еще бы, ведь не каждый день в гости заходит заместитель полпреда президента в ЦФО и губернатор региона. Спасибо большое. Спасибо, проходите. На прием к Мурату Зязикову девушка пришла зимой с просьбой выделить квартиру. Светлана сирота, поэтому рассчитывать особо было не на кого. Заместитель полпреда обещал помочь, но только с одним шутливым условием. Света пригласит на чай и покажет новую квартиру. Свои обещания сдержали все участники встречи. За чаепитием говорили о Светиных планах на будущее. И, конечно, гости по достоинству оценили новый дом. Вы знаете, вот хорошо. Я прежде всего исхожу из того, что как вот Светлана к этому отнеслась. Ну и сам, как человек, который тоже прожил определенный жизненный опыт, имею. Я считаю, что очень хорошо. Здесь и чистенько, уютно, так вот душевно. И площадь хорошая. Индивидуальное отопление и качественная отделка. Светлана не делала здесь дополнительно ничего. С этого года абсолютно все квартиры для детей-сирот закупают именно на первичном рынке. Каждый год в Брянской области достигают своего совершеннолетия и вступают в право на жилье порядка 300 человек. Очередь на его получение в регионе есть. Образовалась она в результате того, что еще 5-7 лет назад квартиры сиротам приобретались только на федеральные деньги при минимальном софинансировании региона. Для сравнения, в 2011 году на жилье сиротам было выделено около 25 миллионов рублей и закуплено 28 квартир. А в 2018-м из областного бюджета выделили уже 320 миллионов и приобрели квартиры 420 детям-сиротам. Арифметика нехитрая, это больше в 13 раз. За последние 5 лет из областного и федерального бюджетов было выделено более миллиарда рублей, из которых 850 миллионов – это средства области. У нас есть федеральные деньги, которые уделяются Брянской области, по этому году это порядка 77 миллионов рублей. Вот если взять наше финансирование, то оно должно быть в пределах 5%, это где-то 4 миллиона. А мы с областного бюджета выделяем более 330 миллионов рублей. Я считаю, это правильно, потому что дети, которые остались без родителей, они лишились самого дорогого, что есть каждого из нас, а это наши родители, особенно в детском возрасте. И у них сегодня главный родитель – это наше государство. Наше государство, президент и региональная власть, федеральная власть и региональная власть. И вот эти задачи мы должны их выполнять. Всего за последние 5 лет новоселье отметили более 1500 детей-сирот. Юлия Перепелова, Михаил Протасов, Вести Брянск из Брянского района.